Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. Сегодня было подписано постановление, на основании которого 22 марта 2021 года будет проведена иммунизация против инфекционного заболевания COVID-19 в Республике Таджикистан среди уязвимых групп населения. В Государственном академическом театре оперы и балета Таджикистана имени Садриддина Айни с участием председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялась церемония официального объявления Душанбе культурной столицы Содружества 2021 года. В церемонии приняли участие представители исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, государств-членов Содружества независимых государств, городов, побратимов дипломатического корпуса международных и региональных организаций, аккредитованных в городе Душанбе, руководство министерств и ведомств, исполнительного органов государственной власти города Душанбе, управление учреждений среднего и высшего профессионального образования, эксперты, туристические компании и представители средств массовой информации. В начале программы с подробной информацией выступили заместитель председателя исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Бекиджан Жумангулов и исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц Содружества независимых государств Анатолий Иксанов, рассказав об истории и важности межгосударственной программы «Культурной столицы Содружества», а также вручили председателю города Душанбе сертификат об объявлении Душанбе культурной столицы Содружества в 2021 году. После получения сертификата председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, выступил и приветствовал представителей стран-членов Содружества независимых государств, городов, побратимов, представительств дипломатического корпуса международных организаций, аккредитованных в городе Душанбе, посетителей и участников программы, и выразил благодарность за выбор объявления Душанбе культурной столицы Содружества в 2021 году руководителям и ответственным лицам межгосударственной программы «Культурной столицы Содружества». Сегодня в честь Международного Навруза по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе в столице прошел второй международный форум «Навруз Душанбе. Центр культурных и туристических связей», на котором было отмечено, что приобретение Навруза международного статуса позволило миру лучше узнать философию возрождения, творчества и гуманизма этого древнего праздника. Ведь Навруз связан не только с его ареалом, его добрые традиции могут служить средством мирного существования всего человечества. В честь Международного Навруза по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе в столице прошел второй международный форум «Навруз Душанбе. Центр культурных и туристических связей». В нем приняли участие представители исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, министерств и ведомств, городов-побратимов, дипломатического корпуса, средних и высших учебных заведений, эксперты и руководители туристических компаний, средств массовой информации, отечественные и зарубежные специалисты. Форум начал свою работу во дворце Кохи-Суруш под председательством президента Национальной академии наук Таджикистана Фархода Рахими, который поздравил участников с Международным днем Навруза и отметил, что сегодня Навруз пришел в нашу страну на свою родину. И народы мира признают Таджикистан страной Навруза и родиной Навруза. Получение Наврузом международного статуса свидетельствует о том, что этот праздник является священным для всех жителей планеты. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Саторион сказала, что форум проводится с целью привлечения большего количества туристов в Душанбе, популяризации древней культуры и истории таджикского народа, а также для презентации туристического потенциала Таджикистана, особенно Душанбе. В церемонии открытия форума исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолий Иксанов, заместитель мэра Мазариф-Шарифа Исламской Республики Афганистан Сайд Зайбуллох, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов и другие выразили свое мнение о Наврузе как о символе культуры и туризма. В следующей части церемонии открытия форума были заслушаны доклады на темы «Навруз. Центр культурных связей», «Навруз. Идея созидания и развития», «Международный Навруз. Представление инвестиционных и туристических возможностей в Таджикистане», «Навруз. Живая древняя традиция таджикского народа» и «Навруз и его культурные общечеловеческие ценности». Отметим, что в этом году исполняется 11 лет с момента объявления Навруза международным праздником Организации Объединенных Наций.
Также в режиме видеоконференц-связи руководитель Департамента иностранных дел Народного правительства Китайской Народной Республики Цзюнь Джан, председатель Комитета международных связей Санкт-Петербурга Евгений Григорьев представили научные доклады о Наврузе и его традициях. Затем форум продолжил свою работу в двух секциях – Навруз – идея созидания культурного и туристического сотрудничества и туризм как инструмент привлечения инвестиций и возможностей развития бизнеса, в которых ученые, специалисты, отечественные и зарубежные эксперты выступили с докладами на темы «Сущность Навруза в развитии туризма», «Особенности Навруза и отражение в нем народных ремесел», «Прославление Навруза в таджикской поэзии» и по другим темам. По инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе и Комитета по развитию туризма в сотрудничестве с соответствующими министерствами и комитетами вчера в парке Ирам в Душанбе состоялся 3-й международный фестиваль «Навруз. Культурное и туристическое наследие». По инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе и Комитета по развитию туризма в сотрудничестве с соответствующими министерствами и комитетами 21 марта в парке Ирам в Душанбе состоялся 3-й международный фестиваль «Навруз. Культурное и туристическое наследие». В фестивале приняли участие представители исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, руководители министерств и ведомств, гости из стран Содружества независимых государств, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, и средств массовой информации. В рамках фестиваля были представлены национальные ремесла, традиции Навруза, национальные спортивные игры, приготовление наврузовских блюд, национальная одежда и туристические возможности. В начале мероприятия гости и участники посетили туристическую и наврузовскую выставку, которая была подготовлена жителями столицы. Фестиваль проводится 3-й год при поддержке правительства страны в честь празднования Международного Навруза и в рамках объявления 2019 и 2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел. Целью мероприятия является презентация для туристов возможностей туризма и национальной культуры таджиков. Отрадно, что международный фестиваль в этом году состоялся в рамках реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» и состоялся именно в день проведения официальной церемонии открытия Душанбе «Культурная столица Содружества-2021». Праздник Навруз с его уникальными способностями считается одним из важнейших образцов туризма в Таджикистане, привлекающим внимание мировой общественности к богатому историческому и культурному наследию таджикского народа. По инициативе основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, древний праздник Навруз, наследованный нашим цивилизованным народом, стал отмечаться во всем мире. Мировое сообщество признало этот поистине национальный праздник великим достижением человеческой мудрости, поскольку он является действенным средством укрепления мира, стабильности и процветания в современном мире. Прекрасную весеннюю пору, когда возрождается природа, в Таджикистане начинается туристический сезон, и многие туристы стремятся увидеть прародину Навруза – Таджикистан. В наши дни, благодаря независимости Республики Таджикистан, Навруз в нашей стране отмечается величественно и торжественно. Навруз как фактор укрепления национального самосознания, пробуждения гордого чувства патриотизма в народе, а также представления страны на мировой арене способствует повышению имиджа государства с богатой древней цивилизацией и огромными туристическими ресурсами. Участникам мероприятия была представлена культурная программа с участием мастеров искусств страны и дружественных братских стран из Содружества независимых государств. Международный праздник Навруз отметили в Душанбе, как и во всех других городах и районах страны. Этот яркий праздник отмечают концертами, выставками, ярмарками, спортивными состязаниями, а также в честь Навруза проводятся различные культурные мероприятия. Тему продолжат наши коллеги. Во всех 4 районах столицы с особым размахом отметили международный праздник Навруз. В честь празднования международного праздника Навруз и объявления столицы страны Душанбе культурной столицей Содружества сегодня на площади 800-летия Москвы по инициативе Государственного симфонического оркестра исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан состоялось культурное мероприятие. Для таджикистанцев Навруз – это что-то большее, нежели просто праздник. Сколько веков Наврузу, столько и поверю, что чем веселее и радостнее он пройдет, тем щедрее будет к людям природа. Также в культурно-развлекательном парке Фирдауси прошли массовые гуляния.
Поэтому льются в этот день обрядовые песни Навруза, танцуют и веселятся люди, радуются приходу весны, дарят друг другу подарки, помогают сиротам и неимущим. В эти дни природа начинает оживать, деревья расцветают, люди просыпаются и снимают с себя свои серые зимние наряды. Появляется зелень и начинается приготовление блюд из весенних трав. Празднование Навруза на международном уровне свидетельствует о той лепте, которую вносит этот праздник в мировые культурные ценности и мировое наследие. Таджикская нация тысячелетиями хранила и защищала Навруз наравне с таджикским языком, что доказывает святую ценность этого праздника. Вот поэтому Таджикистан считается родиной Навруза. В эти дни нужно забыть месть, обиду и ненависть, очистить свою душу от негатива и отрицательных эмоций. Ведь в это прекрасное время года, время возрождения и цветения, есть шанс начать все с чистого листа. В этот день прощаются все обиды. Те, кто был в ссоре, мирятся, говорят теплые и ласковые слова, идущие от самого сердца. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале и до новых встреч.